Это лекция, часть лекций по истории 17-18 годов, по истории гражданской войны. Но поскольку у нас сейчас вот Якутия стала актуальной явно в связи с событиями по поводу Саши и вообще, то есть активностью очень политически хорошей якутов по сравнению с тем, что у нас в России творится в основной. В общем, в связи с повышением актуальности Якутии решил сделать прямо лекцию про Якутию в 2018 году. Тем более, очень интересные события происходят, как раз происходит становление национального самосознания якутов. И Якутия, она, в принципе, единственная территория в Сибири, которая вообще коммунистам не подчинилась и провозгласила независимость в 2018 году, успешно защищала ее. Значит, ситуация в 2018 году какая была? Ну вот, традиционные политические партии России, они не понимали, на кого опереться в Якутии, потому что у них были какие-то российские представления, то есть крестьяне, дворяне, рабочие, а этого ничего в Якутии не было, потому что там в основном были кочевые якуты, вот все. Их было где-то 300 тысяч человек. И, как правило, естественно, кочевые якуты были малограмотные, они вообще в этой политике не разбирались. То есть большинство населения Якутии, получается, вообще даже плохо представляет, что там за эсеры, кадеты и прочее. В то же время в Якутии были ссыльные, где-то 1500 ссыльных было, ну то есть вот можно сравнить 300 тысяч якутов, которым политика вообще до фени, они там своим кочевым скотоводством занимаются, да, и 1500 ссыльных, которые наоборот озабочены политикой, потому что они всю жизнь этим занимались, их за это сюда сослали. Вот такая ситуация, и они как раз все были, естественно, все эти ссыльные были образованные и прочее. Поэтому получилось, что ссыльные они сразу возглавили все это дело. 4 марта 2017 года в Якутске узнали о свержении царизма, собрали митинг. Митинг, естественно, в основном состоял из якутов, потому что, а кто там еще жил? А в органы власти выбрали почти полностью русских евреев, потому что они в политике разбирались, а местные не разбирались. Хотя немножко была якутская интеллигенция, якутское областничество, про которое я сейчас расскажу. И их тоже, значит, избрали. Вот создали 4 марта комитет общественной безопасности, как тогда по всей стране создавали комитеты временного правительства, ЯКОП, да? Где-то там в комиссии, которая, в общем, самое главное, там 2 якута поставили из 5 человек. То есть попытались все-таки продвинуть как-то, потому что основное население, естественно, вот это. 4 марта это ЯКОП, он пришел в комитет, в губернское правление, то есть в царские органы власти, и потребовал, чтобы царская администрация сложила свои полномочия, и полностью вся власть перешла как раз вот этому комитету. У якутов уже была национальная как бы такая группа, которая взаимодействовала с сибирскими областниками того времени, конечно. И явный лидер такой якутского национального движения того времени был Василий Васильевич Никифоров. Он был уже 50 лет в 17 году, то есть как вот Потанин, он тоже был человек старого поколения, авторитетный, имеющий очень много заслуг и в политике, и в просвещении. Ну, там ситуация какая была? В основном, конечно, якуты были неграмотные и отсталые, да, что поддерживалось царизмом. Но часть все-таки якутов, они смогли получить образование. Образование получали в основном от полицейных этих, потому что это самая образованная часть как раз была. И вот этот как раз Василий Васильевич Никифоров, он был якут, но он получил образование от политических ссыльных, и они ему объяснили, что не все как бы русские хотят угнетать народы, а многие русские, наоборот, хотят свергнуть царизм, хотят освободить все народы России, в том числе якутов. Постепенно он по мере получения образования стал ученым, этот Василий Никифоров. Он работал в научных экспедициях по изучению Сибири. Ну и, честно говоря, большинство ученых тогдашних сибирских, они все тоже были областниками. То есть они были в оппозиции царизму, как это и сейчас бывает. То есть умные люди в основном, они и в науке умные, они и в политике какие-то нравственные позиции занимают против угнетения людей, за свободу. Вот с такими людьми Никифоров тоже познакомился, и он работал с областниками, он их идеи тоже усвоил. То есть областники, они хотели, чтобы Сибирь стала автономной, чтобы в ней было демократическое правительство, которое бы интересы Сибири самостоятельно представляло. То есть не давали царизму грабить ресурсы региона, не давали сюда ссылать уголовников, как они тогда делали в полную Сибирь,
всяких алкашей, бандитов, с которыми мы не знали, что с ними делать. И якуты не знали, и сибирские старожилы тоже не знали, тоже все их ненавидели. Вот он с такими людьми познакомился, усвоил их идеи. В 905 году якутские областники, они посчитали, что можно действовать, потому что провозгласили манифест 17 октября о свободе образования партии. И вот как раз 30 декабря 905 года на квартире вот этого Василия Васильевича Никифорова собрались самые образованные якуты, каких они смогли в Якутске собрать, да, и они решили создать национальную якутскую партию. Это вот начало самосознания якутского народа, вот, как раз 905 год, революция. 4 января 906 года собрали они еще из южных улусов, не только, чтобы якутская, чтобы, всех, кого они могли, собрали еще с южных территорий Якутии, чтобы все образованные якуты, они чтобы вместе были, все это обсудили совместно. Они же за демократию выступали, не один там Никифоров все решал, да. Вот, они создали союз якутов и народцев. И народцы это был термин, обозначающий в том числе народы Сибири, был юридический термин, поэтому они так себя называли. Вот, и отправили правительству России петицию, в которой они потребовали, чтобы на территории Якутской области было национальное самоуправление, чтобы не просто вот из Петербурга приезжал чиновник, указывал, да, русский, а чтобы якуты тоже участвовали во власти, чтобы он советовался с местными интеллигентами, да, чтобы развивали экономику и развивали просвещение, чтобы якутский народ не спаивали, а наоборот давали ему образование, давали ему знания и так далее. И также они сказали, что они могут организовать тут протесты в форме того, что они прекратят платить налоги якуты в царскую казну, раз они платят налоги царю, а царь только угнетает, ничего полезного не делает для народа. Да? Местная царская администрация перепугалась, даже без указаний из Петербурга. 19 января они весь этот комитет национальный арестовали. В общем, похожая вся вот эта ситуация, опять же, с Сашей, да, современной ситуацией. Вроде люди ничего такого плохого не хотят, они хотят, чтобы якуты образование получали, чтобы с ними советовались, да, при принятии решений. Вроде это же все вот сейчас тоже реализовано. И даже для 5-го года, для того времени, это понятные требования. Во многих территориях, даже царской России, это реализовано. Там в Польше, на Дону есть местное самоуправление, в общем, в Финляндии тоже. Вот. А местная власть, она испугалась, что какая-то тут революция, всех посадили. Им самое большое дали вот этому Василию Никифору, лидеру, ему дали 1,5 года. После того, как из тюрьмы выпустили, они в основном занялись тогда просвещением. Кстати, правильная позиция. Я тоже, вот если этот канал посмотреть, в основном сейчас занимаюсь просвещением, потому что идут репрессии. Политикой заниматься невозможно. Видим, всех сажают. Да? Тогда нужно делать, что получается. Нужно тогда просвещать, допустим, там народ вот в той области, в которой мы можем. Вот. И Никифоров, он тоже занялся просвещением. Очень много он работал для того, чтобы было образование, хоть какое-то у якутов, это прям его была основная цель жизни. Очень много сделал в этом отношении. Он начал издавать газету в Якутске на русском языке, но последняя страница была на якутском языке. Даже в той орфографии, которая тогда была, то есть тогда еще даже не нормирована была орфография. Эта газета называлась «Якутская жизнь», и там он впервые, то есть он привлекал внимание к местным проблемам. Насколько это в царской России было возможно. Вот, в общем, что-то типа, как теперь, наверное, блога, да, или сайта там у него было. Вот он создал первую газету на якутском языке, которая как раз вот освещала проблемы Якутии. И за это время новое поколение выросло вот, образованных якутов, которые на таких позициях национальных стояли, да, национального возрождения. Это прежде всего Гаврил Ксенофонтов, Семен Новгородов. Они получили высшее образование. Они высшее образование получали уже в Томском университете, Томский университет открыли. А Томск, он вообще весь был областнический. То есть они там вместе с высшим образованием знакомились с областническими идеями. Томск это прямо столица была сибирского областничества. С Потаниным там наверняка с самим знакомы были, с лидером сибирских автономистов. Да? И вот эти идеи автономии Сибири, освобождения от колониального угнетения, они в Томске тоже хорошо усваивали от русских. Как только пришли известия о февральской революции, вот Ксенофонтов, он уже тоже такой выделился, как такой лидер якутский. Был известный юрист, защищал людей. Его вызвал областной комиссар Временного правительства, вызвал в Якутск и предложил ему развивать национальное движение. 26 марта по 15 апреля в Якутске прошел съезд якутов и русских, то есть съезд населения области. И там как раз были руководителями вот, Ксенофонтов и Никифоров.
То есть, по сути, якутские националисты, якутские областники. На этом съезде они восстановили национальный союз, только назвали его теперь уже не Союз якутов и народцев, они его назвали Союз Свобода. То есть идея какая была освободить народ, раз уже такие новая ситуация во всей России происходит, демократизация и все такое. И во главе вот этой партии стали как раз Ксенофонтов, Новгородов и Никифоров. То есть это вот 3 лидера якутского национального движения того времени. И Гаврил Ксенофонтов, он стал председателем Якутской городской думы. То есть первоначально лидеров избрали, получается, из ссыльных, а потом уже постепенно якуты, они подтянулись, они там по далеким улусам занимались просвещением народа, они постепенно подтянулись в Якутск и уже все возглавили так в течение весны. Вместо улусных управ, вот они какой деятельностью занялись, они начали создавать земские самоуправления. То есть ликвидировать царскую администрацию и вводить самоуправление якутов и русских крестьян на тех территориях, на которых они жили. Провозгласили также всеобщее бесплатное начальное образование. Также в адрес председателя Временного правительства была отправлена телеграмма, что революционная демократия Якутии, она настаивает на национальном самоопределении якутской нации, дословно, да? Что они имели в виду под национальным самоопределением? Они считали, что будет автономная Сибирь, но это практически все тогда уже сибиряки считали, это уже шел процесс автономизации, да? И в составе автономной Сибири будет также Якутия как субъект Федерации России. В принципе, вот то, что сейчас примерно происходит, тогда это было нечто новое. То есть Национальную Республику Якутов в составе Российской Федерации. Такая программа была у них. Они пытались второй съезд собрать в Якутске в июне, но не удалось, потому что якуты все откочевали на север, и не удалось нормальное количество якутов собрать, и поэтому они просто собрали опять свою вот эту группу интеллигенции и образовали уже национально-демократическую партию, называется Якутский трудовой союз федералистов. То есть название партии заложена их программа, что будет Якутская республика в составе федерации. Так вот, значит, дословно, самостоятельный субъект Сибирской Федерации внутри Российской Республики. То есть, как они хотели, что будет Сибирская Федерация автономная. Сибирская Федерация сама по себе будет федеративной, то есть в ней будут национальные республики, в том числе и якутские. И все это будет входить еще в Российскую Республику, тоже федеративную. То есть вот это вот программа Союза федералистов якутских. Но программы независимости не было, то есть вот лозунги независимости этот союз не выдвигал, то есть следует вот это заметить. Вот такая у них была программа. 400 человек к лету вступило, но для якутов много, потому что малообразованных, да, они вообще политикой не интересовались. К концу года даже довели до 1200 человек, это, видимо, максимум, кого они могли вообще там собрать в Якутске вот в это время, в 2017 году. Вот, поскольку у них это все-таки шло плохо, они хотели всех якутов втянуть в это дело. Они создали также просветительское общество Саха-Аймах, то есть якутская нация. Это просветительское общество, оно должно было вот эти вот интересы национальных организаций Союза федералистов, программу Союза федералистов уже среди рядовых якутов пропагандировать и в то же время заниматься также их просвещением, то есть рассказывать про народ, про его традиции, учить грамоте и так далее. Также к концу года они все вот это вместе называли Якутский национальный комитет, то есть Союз федералистов и Саха-Аймах, они как бы вместе образовали также Якутский национальный комитет. Как я в других роликах рассказывал, в это время в Томске собирают Сибирский областной съезд, чтобы как раз автономию Сибири провозгласить. Туда приглашают, конечно, якутов, бурят, алтайские, горных алтайских приглашают. Ну, они, конечно, все участвуют, они там выступают за то, чтобы в составе Сибирской автономии были национальные республики, то есть эту программу там тоже продвигают в Томске. Провозглашается как раз в это время советская власть, то есть пока в Сибири обсуждают вот это отделение, в России коммунисты у власти. И Гаврил Ксенофонтов и прочие лидеры якутов, они выступают против советской власти, потому что, во-первых, они сотрудничали с эсерами, во-вторых, советская власть выступила за централизацию в Сибири именно, хотя они провозгласили вот эту декларацию прав народа в Сибири, Центросибирь, то есть сибирское правительство, там тоже была Сибирская республика, только советская, в ней Центросибирь, и она выступила против автономии
национальностей, там и бурятов, и якутов. Они сказали, это все буржуазные националисты местные, двигают, нам это не надо, будет у нас единая Центросибирь. И поэтому они вступили в конфликт с Центросибирью, то есть с местной советской властью. В это время Гаврила Ксенофонтова, того же самого, выбрали в учредительное собрание в Якутии. То есть весь народ проголосовал за него, что он будет депутатом от Якутии. Вот. Но поскольку его также пригласили на Сибирскую областную думу, которая в Томске должна была собраться в январе, да, и он решил, что совсем далеко до этого Петрограда ехать из Якутска, и он поехал в Томск, а не в Петроград. То есть он был и депутатом учредительного собрания, и депутатом Сибирской областной думы. Но в Томск он тоже из-за всех этих расстояний и дорог он не успел. Он приехал в Томск в начале января и обнаружил, что уже Сибирскую областную думу большевики разогнали и всех по домам отправили. И он по телеграфу сообщил в Якутск, что вот такие дела. Когда якутское местное это правительство национальное, оно узнало по этой телеграмме из Томска, что оказывается в Томске Сибирскую областную думу разогнали, большевики учредительное собрание тоже разогнали. Вот они 22 февраля 2018 года собрали демократическое совещание, то есть всех более-менее образованных людей, и постановили, значит, советскую власть не признаем, Якутию отделяем. То есть 22 февраля 2018 года Якутия вообще провозгласила независимость вот в этих условиях. Пока там в России не разберутся, кто у них там нормальная власть, когда у них там снова учредительное собрание будет. Вот до этих пор они решили быть независимыми и создали Якутский областной совет, который стал, собственно, правительством независимой Якутии. Областная земская управа, то есть это типа парламента, вот ее возглавлял как раз Василий Васильевич Никифоров. То есть парламент при этом совете возглавлял Никифоров Якут, этот самый лидер национальный. Эта Центросибирь, которая в Иркутске сидела, немедленно начала там угрожать, заявила, что они экономическую блокаду сделают в Якутии, лишат телеграфного, почтового и какого-нибудь другого сообщения, потому что все через Иркутск шло. И если якуты не подчинятся, то они тогда уже военную экспедицию из Иркутска отправят туда. Ну, якуты их послали далеко. В ответ на вот эту телеграмму они постановили арестовать весь совет местный, который ориентировался на Иркутск, и вообще всех большевиков арестовать, и создать отряд самообороны, который выступил сразу на границу с Иркутской империей, губернией. То есть начались мобилизации, наоборот, якутов и воевать с Иркутском-то в таких условиях. Для улучшения продовольственно-экономической ситуации наладили отношения напрямую с Японией и с Дальним Востоком, чтобы шла экономическая торговля, шла тогда не через Иркутск, а через Владивосток, например. И, кстати, потом, когда было независимое сибирское правительство Вологодского, их и поддерживали их в этом, то есть им даже деньги выделялись на развитие, во-первых, начального образования, то, что они всегда хотели, и, во-вторых, на развитие экономических связей и транспорта вот с Дальним Востоком, как они тоже хотели, а не с Иркутском. В мае 2018 года река Лена очистилась от льда, и из Иркутска выступил карательный отряд большевиков под командованием поляка Родзинского. Честно говоря, как потом и Потанин тоже стебался, этот весь отряд, в основном там русских никаких из сибиряков там не было, там половина была поляки ссыльные, другая половина венгры. Ну и там немножко местных алкашей еще тоже мобилизовали. Значит, их при этом якутский отряд их сначала разбил, то есть они долго защищались, потом уже красные собрали рабочих из Керенска, Бадайбо, и к 1 июля, то есть 2 месяца Якутия сражалась, 1 июля все-таки этот Родзинский занял Якутск, но занял он его зря, потому что уже с 26 мая было восстание сибирское, как я в последующих лекциях расскажу, и уже на самом деле Центросибирь она уже не знала, как Иркутск оборонять. То есть где-то так месяц он в Якутске продержался, а потом уже подошли белые, и в Якутской области провозгласили власть сибирского правительства.